хочешь просто остановить? Добрый день, уважаемые коллеги. Я надеюсь, меня хорошо слышно, видно. Да, мы приступаем к заключительному заседанию республиканского методического объединения учителей физики и астрономии. На этом заседании мы посмотрим не только итоги работы, но и ряд вопросов еще рассмотрим, а именно результаты диагностики учащихся 8 классов республики. Посмотрим концепцию преподавания предмета, а также Российская электронная школа. Посмотрим, так как заявлено, соответственно, в повестке дела. Начнем с неких итогов. То есть на слайде представлены основные направления, которые мы получили деятельность метода объединения. Именно в целом организация работы, составлялись состав, списки, была создана соответствующая создана и наполнялась страничка метода объединения на портале, республиканском образовательном портале. Проведено у нас, получается, это третье заседание. Мы в том числе обсуждали итоги олимпиад по физике и астрономии. Сегодня мы рассмотрим концепцию предмета преподавания физики, а также в этой презентации будет рассмотрение итогов диагностических работ по физике. Начнем с дела в том, что этот приказ Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми от 14 мая он определил в одну из задач республиканского метода объединения это обсуждение итогов диагностической работы учащихся 8 класса по физике. Всего в диагностике принимало участие 2277 обучающихся 8 класса из 63 муниципальных и 2 государственных образовательных учреждений. И при этом участвовало 20 муниципальных образований. Всего было представлено 27 заданий тестового характера. Многие из вас видели эти задания, так как ваши дети участвовали. В итоге по результатам те итоги, которые утверждены этим приказом, зафиксируем следующее. Первый средний балл, брать внимание, 17,5 из 39 в целом по республике. И это отчасти на самом деле настораживает, потому что если посмотреть, даже общий процент выполнения всех работ 44,9. Но при этом 30 и более баллов набрали обучающиеся 9 образовательных учреждений Сыктывкара, Воркуты, Печоры, Сосногорска, Кайгородка, а также гимназии искусств при главе Республики Коми имени первого главы, имени Спиридонова. И также в этом приказе были зафиксированы те основные трудности, с которыми столкнулись обучающиеся. Зачитывать не буду, я думаю, если даже не видно, то презентация будет доступна. Кроме того, дальше фиксирую, где еще можно посмотреть результаты конкретно. Обращаю внимание, что основные трудности возникли, это те темы, которые проходят в 7 классе и в начале 8 класса, на самом деле. То есть практически по всем, на самом деле, темам получились трудности. То есть это молекулярная физика, термодинамика, влажность и немножко, на самом деле, электризация, электромагнитные явления, 2 вида электрических зарядов. То есть в основном это как раз именно термодинамика, молекулярная физика. При этом каждая образовательная организация, которая принимала участие, может либо сама, либо через муниципальное направление образования посмотреть результаты диагностических работ обучающихся для создать его на соответствующем портале республиканской информационной системы оценки качества образования, портал РИЦО.ру, чтобы, соответственно, принять соответствующее решение. Потому что, несмотря на то, что это 8 класс, вроде бы что-то пройдено, тем не менее, эти же темы будут повторяться у многих этих обучающихся в 10-11 классе, и поэтому, чтобы уже сейчас спроектировать именно на этих детей, которые в этой теме вызовут трудности, спроектировать и скорректировать, может быть, либо саму программу, либо просто преподавание, дополнить какие-то темы, расширить. Если в целом посмотреть, у нас
было, получается, вот это третье заседание. Все заседания, к сожалению, только в режиме онлайн. Вот, я посмотрел статистику. На первом заседании у нас принимало участие 16 человек онлайн, в том числе указано 5 Сыктывкар, 3 Картгородский район и по 2 ИНТА Сосновоборск, Усть-Ломск, и там еще есть несколько муниципальных районов по одному человеку. 21 февраля уже было у нас 36 человек, и это радует. Более того, порадовал родной Уссурийский район. Целых 7 участников было, по 3 участника из ИНТы Сыктывкара, Нижпогосского района, Картгородского и Ударского района, остальные там по 2 или 1 по остальным муниципальным образованиям, но уже на втором заседании почти все муниципальные районы, муниципальные образования были представлены. Вот, хотя направления работы, те, которые были, я отразил. Единственное, хочу, более того, все направления, все у нас положения, проект положения висит, к сожалению, до сих пор не принят на уровне министерства. Я думаю, вопрос будет решен в ближайшее время. Но хотел бы дополнить, зафиксировать всех, что, по моему мнению, вот эти направления, именно участие учителей физики, астрономии, республиканских педагогических конференций и форумах, чтобы была именно уже не такая онлайн, но и реальная живая дискуссионная площадка для обсуждения и концепций, и лучших практик преподавания предмета, и вообще говоря, тех проблем, с которыми сталкиваются учителя. Так как по опыту знаю, что проводя ресурсный центр в лице для одаренных сельской местности, учителя всегда есть какие-то проблемы, которые можно либо совместно решать, либо, может быть, решать уже на уровне министерства. На этом краткий доклад окончен. Я передаю слово Ольге Анатольевне Кирпичевой для представления как раз концепции предмета физика в школе. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы сегодня с вами рассмотрим предметную концепцию на основе самой концепции преподавания физики. В декабре 2017 года, как вы знаете, было завершено обсуждение проекта научно обоснованной концепции модернизации содержания и технологий преподавания предметной области, естественно-научные предметы, и отдельно выделяется там у нас физика. Эффективное преподавание и квалифицированные педагоги, конечно же, являются ключевым условием, обеспечивающим качество подготовки и достаточно высокие достижения наших обучающихся. В рамках модернизации содержания и технологий обучения в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом были выдвинуты блоки для рассмотрения, а также учтены пожелания участников, учителей и преподавателей учебного предмета физика. В этой концепции представлены основные направления работы с данной концепцией предметной области, естественно-научные предметы, физика на период до 2020 года. Описание действующих нормативных документов – это в основном 2 документа. В первом – поручение президента Российской Федерации от 25 декабря 2015 года. В одном из поручений президента определяются стратегические ориентиры при создании концепции как раз предметных областей. Из его цитаты: «Разработать необходимо комплекс мер, направленных на систематическое обновление содержания общего образования на основе результатов мониторинговых исследований и с учетом современных достижений науки и технологий, изменений запросов учащихся и общества, ориентированности на применение знаний, умений и навыков в реальных жизненных ситуациях». Согласно стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, в нем определены у нас цель и основные задачи научно-технологического развития.
Также устанавливаются принципы, приоритеты, основные направления и меры реализации государственной политики в этой области. Школьное естественно-научное образование в целом и физическое образование в частности имеют непосредственное отношение к реализации этих задач, готовя молодых людей к будущей деятельности в области науки и современных технологий. Что же касается физики, у нас выделяются 3 вида результатов: метапредметные, предметные и личностные результаты. Физика является системообразующим учебным предметом для всей предметной области, естественно-научные предметы, поскольку мы знаем, что физические законы лежат в основе процессов и явлений, изучаемые химией, биологией, астрономией, физической географией. Анализ результатов исследований и различных подходов к выделению так называемых содержательных линий предметной области физики, который сложился из опыта построения курса физики для российской школы, позволяет считать целесообразным выделение следующих содержательных линий для уровней основного общего образования и среднего общего образования. Первые результаты, на которых мы остановимся, это метапредметные. То, что у нас записано в концепции, в проекте, да, на данный момент. Становление и развитие естественно-научного знания, то есть у нас происходит смена научных картин мира, и физика является как развивающей наукой. Логика естественно-научного познания, то есть необходимо последовательное движение к знанию от познания. В своей основе оно является некоторым таким сложным творческим процессом. Познание является одной из способностей человека, помогающей ему адаптироваться в условиях внешней среде. Ну а главной особенностью естественно-научного познания является его системный характер, где логическая доказательность осуществляется путем выведения одних знаний из других. Модели и моделирование физики, то есть определяются границы также применимости физических моделей, причинность, дополнительность и соответствие физики, о том, что все наши знания должны представлять собой сумму о неодушевленной материи и прежде всего позволяют подвергнуть проверке те основания, на которых эти первичные понятия у нас, соответственно, и выделяются. Таким образом, мы должны отслеживать связи между причинами и следствиями. Второе. Деятельностные результаты, которые у нас там прописаны, там у нас все достаточно понятно. Постановка вопросов и решение проблем, планирование проведения теоретических экспериментальных исследований, моделирование исследования моделей, объяснение причин явлений, логические доказательства, получение, оценка и интерпретация, соответствие полученного результата физическому смыслу, ну и сотрудничество и взаимодействие в учебной деятельности. Ну и тот факт, который мы сегодня запланировали на заседании, это рассмотрение предметной составляющей. Одним из пунктов в концепции представлено понятие естественно-научные методы изучения природы. Все мы знаем, что их выделяют 3: это наблюдение, эксперименты и измерения. Ключевая идея такова, что естественные науки, в отличие от других способов познания, обладают некоторой предсказательной силой. И в этой основе лежат наблюдения и исследования, которые первоначально для непонятных явлений дают основания для выдвижения гипотез и предположений о причинах и дальнейших взаимосвязях. После чего наступает экспериментальная проверка этих логических следствий из предполагаемых закономерностей, которые мы сделали, о том, что позволяет судить, верно или ложна наша гипотеза. Гипотезы мы подтверждаем экспериментальной проверкой и общественной практикой. Таким образом, это переходит в ранг научных законов. Поэтому, конечно же, необходимо систематически строить изучение материала в соответствии с научным методом познания, отталкиваясь от наблюдаемых фактов, выдвигая с учениками первоначальные гипотезы, обсуждая их и реализуя и показывая способы, как их можно экспериментально
проверить. Например, зажжем свечу и пронаблюдаем за пламенем. Таким образом, мы можем изучить его строение. Мы видим, что оно у нас неоднородно по цвету, и таким образом выделяется 3 зоны пламени. Темная зона находится у нас в нижней части пламени. Это самая холодная зона по сравнению с другими. Темную зону окаймляет самое яркое пламя. Вторая зона, температура здесь выше, чем в темной зоне, ну и наиболее высокая температура в верхней части пламени. Чтобы убедиться, в различные зоны этого пламени существуют и имеют разную температуру, можно провести опыт. Поместить лучинку в пламя так, чтобы она пересекала все 3 зоны. Лучинка сильнее обуглится там, где у нас будет находиться яркое и менее яркое пламя. Ну а средняя часть пламени не такая горячая, поэтому мы сразу же можем отсюда сделать некоторый вывод. Что у нас к методу наблюдения? Они используются при изучении физических явлений в атмосфере, газовой оболочке, окружающей нашу планету, и в гидросфере, это водная оболочка Земли. Знаем, что основным методом в астрономических исследованиях это было визуальное наблюдение за небесными телами, и основным инструментом при этом являлся у нас оптический телескоп. Достаточно интересно будет построить урок на технологии, используя технологию проблемного диалога, где во главе будет стоять конкретно сформулированная проблема. Например, как доказать или каковы условия, а могли бы вы предположить дальнейшие действия. То есть вот таким образом можно построить интересный урок. Далее, к предметам строения и свойствам вещества, физические превращения вещества. Все вещества у нас не одинаковые, поэтому каждому свойствен набор определенных свойств. Железо у нас достаточно просто можно отличить от древесины по цвету, по блеску специфическому, а также при прикосновении. Металл всегда у нас представляется более холодным, поскольку лучше проводит теплоту. Отличительной чертой железа будет то, что оно притягивается к магниту, а древесина, соответственно, нет. В отличие от железа, древесина в воде плавает. Это объясняется ее плотностью, которая меньше плотности воды, а плотность железа будет больше. Железо выдерживает высокую температуру, а древесина первоначально темнеет, далее чернеет и начинает гореть. При анализе свойств вещества выделяют 2 вида. Это химические свойства, которые представляют методы превращения веществ, что получится при взаимодействии с другим веществом. Ну и, соответственно, физические свойства представляют собой физические особенности вещества, какова его масса, объем и другие параметры. Физические свойства также можно подразделить на экстенсивные, которые зависят от количества вещества, массы и объема, и интенсивные. Они не зависят от количества, это цвет и плотность. Далее рассмотрим макроскопические характеристики тел. Термодинамика у нас позволяет описывать свойства и превращение вещества с помощью так называемых макроскопических характеристик тел. Это теплота, внутренняя энергия, давление, температура и другие характеристики, а также определить зависимости между ними. Суть этих предметных тем строится на рассмотрении разнообразных свойств веществ, которые объясняются их внутренним дискретным взаимодействием, строением и взаимодействием частиц, из которых эти вещества состоят. Описание внутреннего строения тел предполагает его атомно-молекулярное учение, основные положения которого позволяют объяснить многие свойства газообразных, жидких и твердых тел, а также их взаимных превращений. Также следует обратить особое внимание на то, что при объяснении тепловых свойств тела с помощью атомно-молекулярных представлений мы имеем дело с моделями газов, жидкостей, твердых тел, поскольку не можем непосредственно наблюдать за поведением реальных частиц вещества. Применимость этих моделей
подтверждается многочисленными наблюдениями и опытами, некоторые из них, которые можно, соответственно, провести на уроке. Такая идея дискретного строения вещества находит свое развитие, конечно, в квантовой физике. Это часть школьного курса физики, объективно одна из самых сложных, и поэтому требует очень изобретательного методического подхода, обеспечивающего баланс сочетания научности и доступности материала для освоения этого материала обучающимся. Первой ключевой идеей квантовой физики в рамках школьного курса это является идея стационарных уровней энергии атома и переходов между уровнями в результате излучения или поглощения квантов энергии. При этом, конечно, необходимо показать, что эта фундаментальная квантовая идея возникает в физике как некоторое неожиданное следствие из экспериментальных результатов, полученных в процессе изучения строения атома. Вторая идея – это само сложное строение атома и в противоречии с названием этой частицы вещества, означающей неделимый. Да? Экспериментальное обоснование здесь можно, это линейчатые спектры, провести опыт Резерфорда, показать, да? Явление радиоактивности, ядерные реакции. Так, дальше. В рамках основной содержательной линии важное место у нас должна занять, то есть это у нас еще предполагается введение, это вероятностная идея, имеющая межпредметный и метапредметный характер. Современный курс школьной математики создал базу для использования вероятностных представлений в физике. Без этих представлений невозможно говорить о явлении радиоактивности и законе радиоактивного распада. Вероятностные представления могут также использоваться и при анализе гипотезы Бора об излучении и поглощении света атомом. Вместе с тем, в содержание раздела не включается закон радиоактивного распада, поскольку в курсе математики основной школы не изучается у нас показательная функция, она у нас 10 класса идет. А величина периода полураспада, имеющая вероятностную природу, вводится не для того, чтобы сформулировать закон, а с целью сравнения времени распада опасных радиоактивных изотопов. На графике у нас представлен характерный вид кривой радиоактивного распада, где n – это число атомов радиоактивного изотопа, t маленькое – это время, n нулевое – это число атомов радиоизотопа на момент начала отсчета времени, равное t, за которое распалась половина радиоактивных атомов от имевшихся на момент начала отсчета времени. Здесь мы видим экспоненциальный характер закона, то есть за равные промежутки времени всегда распадается равная доля имеющихся радиоактивных атомов. Далее, о предметных. Движение и взаимодействие тел, механическая энергия и ее превращение. Это та содержательная линия, которая должна показать учащимся, что физика может объяснить и предсказать характер движения тел. Дает принципиальную возможность для получения точных ответов на вопросы типа «Дайте характеристику понятия движения», «Определите условия, влияющие на движение тела», «Конкретизируйте закономерности, которым подчиняется влияние условий на характеристики движения». Например, если тело находится в точке А в какой-то момент времени, то в какой точке оно будет находиться в другой момент времени, через секунду, через час, через год и так далее. По существу это один и тот же вопрос, но сформулированный по-разному. Да? Из попытки ответить на этот ключевой вопрос и развертывается, соответственно, сама вся школьная механика. То есть дайте характеристику понятия движения, мы можем сказать это, как мы будем говорить о движении, как его можно описать. Определите условия, влияющие на движение тела, то есть что это за условия, которые влияют на движение тела.
конкретизируйте закономерности, мы можем сказать, каким закономерностям подчиняется влияние условий на характеристики движения. Ну и обобщенным ответом на первый вопрос является как раз такие разделы курса основной и старшей школы, как механическое движение и способы его описания, или основы кинематики, где вводятся величины, с помощью которых мы описываем механическое движение, такие как траектория, путь, время, скорость и ускорение. Ну а если мы хотим предложить школьникам более сложный и формализованный язык, то здесь, конечно, может уже вводиться и координатный метод. В этой же части школьники знакомятся у нас с одним из фундаментальных принципов физики, принципом относительности механического движения, который рассматривается на уровне экспериментальных фактов, наблюдения и мысленных опытов. В качестве условий из второго вопроса у нас выступают прежде всего силы, какие влияют. Существуют количественные зависимости, связывающие величины сил со свойствами тел, и пространственными характеристиками. Некоторые из этих закономерностей для сил трения, упругости, давления, выталкивающей силы, сил взаимодействия, третий закон Ньютона, учащиеся могут обнаружить самостоятельно в ходе экспериментальной деятельности. Ну а ответом на третий вопрос являются первый и второй законы Ньютона и законы сохранения импульса и механической энергии. Несмотря на некоторую такую видимую простоту, эти законы достаточно трудны для усвоения школьникам, поскольку действия их по отдельности редко наблюдаются в реальном мире. Для того, чтобы учащиеся могли проанализировать и объяснить явления с использованием этих законов, необходимо обращать особое внимание на формирование умений по моделированию реальных ситуаций с последующими операциями с моделями. Ну и важное самостоятельное значение в рамках этой содержательной линии имеет идея волны, рассматриваемая на примере звуковых, на уровне наглядных демонстраций и поверхностных водяных волн. Мировоззренческое значение темы состоит в том, что здесь впервые вводится представление о движении или перемещении в пространстве процесса, в данном случае это колебательного, и в отличие от движения частицы тела. В дальнейшем эта идея срабатывает уже при изучении электромагнитных явлений, ну и, возможно, квантовых явлений, дуализм, волна, частица. Про предметные компетентности электромагнитное взаимодействие ключевой идеей этой содержательной линии является единство электромагнитных явлений. Электрические заряды, электрический ток, электрическое и магнитное поле и электромагнитные волны. Так как у нас на этапе общего образования нет возможности изучать электромагнитную теорию Максвелла с вытекающими из нее следствиями, то содержательная линия как бы распадается на отдельные относительно самостоятельные тематические блоки, имеющие не столько теоретическое, сколько феноменологическое содержание. Электрические заряды и их взаимодействие, постоянный ток, магнитные явления, электромагнитная индукция и электромагнитные волны, оптические явления. Ну и вместе с тем эта содержательная линия в большей степени, так сказать, наполнена содержанием по сравнению с другими содержательными линиями школьной физики. Она позволяет строить изложение материала в соответствии с методом научного познания и историческим ходом изучения электромагнитных явлений, что дает возможность показать путь познания от разрозненных представлений о зарядах, постоянных магнитах, электрическом токе и связанных с ними электрических и магнитных полях к общему представлению о единой природе электромагнитных явлений.
Что у нас еще в концепции прописано? Что при изучении электромагнитных явлений есть возможность пройти через важнейшие этапы цикла познания. Взаимодействие постоянных магнитов или наэлектризованных тел, опыты Эрстеда, гипотезу Ампера о молекулярных токах, а также весь процесс открытия Фарадея от выдвижения гипотезы превратить магнетизм в электричество до открытия явления электромагнитной индукции. Строение и эволюция Вселенной. Ведущей идеей этой содержательной линии может быть эволюция научных представлений о Вселенной, смена картин или моделей мира. То есть от центрального положения Земли к центральному положению Солнца во Вселенной. Затем идем к представлению о Солнце как об одной из миллиардов звезд. Затем к обнаружению, что наша галактика одна из миллиардов галактик. Ну и, наконец, к современным представлениям о нестационарной расширяющейся Вселенной. При этом важно показать, что каждая из моделей мира в свое время имела научное обоснование, а смена моделей происходила благодаря получению новых наблюдательных данных, что в свою очередь связано с постоянным совершенствованием средств наблюдения и исследования Вселенной. В соответствии с ожидаемыми результатами изучения курса физики в общем образовании можно выделить и приоритетные виды учебной деятельности, формируемые в процессе обучения. На слайде приведены наиболее значимые для предмета виды деятельности. Что такое ставить вопросы? Это значит проявлять умение, позволяющее прояснить суть проблемы и уточнить задачу. Соответственно, какой вопрос мы с вами поставим, такой ответ мы и получим. Поэтому стараемся ставить вопросы конкретно, начиная с действия глагола, которое необходимо выполнить нашим ученикам. То есть, может быть, в какой-то момент времени не нужно жалеть времени на то, как правильно сформулировать вопрос, для того, чтобы вот это само умение ставить вопросы было в дальнейшем уже не только, соответственно, вами, но и вашими учениками сформировано. То есть, таким образом, умение ставить вопросы оттачивает мысль, ну и таким образом, конечно, формирует некоторый интерес к курсу физики как к науке. Выдвигать гипотезы. Это умение дает обобщающее объяснение некоторой совокупности наблюдений и фактов. Выдвижение гипотезы идет дальше, чем просто формулирование некоторых выводов. При этом выдвижение гипотезы – это не просто ее формулирование, это некоторый творческий процесс, для которого нужно не только применить, соответственно, знания, но и проявить свое воображение. В данном случае воображение формулировать таким образом, чтобы были у нас задействованы знания из других предметных областей. Определять задачу. Это умение осознанно прояснять ситуацию, которая была недостаточно определенной. При этом проясняется суть, масштаб и сама сложность поставленной задачи. Это одно из ключевых умений не только для научного познания, но и для запуска любой продуктивной деятельности, которая переходит к решению проблемных вопросов. Следующее – это прогнозирование. Данное умение позволяет оценить вероятность того или иного исхода, основываясь на предварительном представлении о том, как обычно развивается процесс. То есть в данном случае у нас прогноз – это умение искать на вопрос, а что будет, если? И такой вопрос должен как можно чаще звучать на уроках физики, ну и в принципе по естественно-научному циклу. То есть мы должны тем самым предсказывать, основываясь на физических законах. Следующий пункт – это наблюдение. Наблюдение – это умение использовать наши чувства для получения количественной
и качественной информации о каком-то объекте, событии или явлении. Также оно включает использование приборов, расширяющих возможности наших чувств. Несмотря на такую простоту, это достаточно сложное умение. Определенный уровень владения им достигается хорошей тренировкой и терпением. Чтобы это не стало утомительным для учеников, наблюдение можно превратить как прием игровой деятельности. Например, кто больше признаков заметит. Дальше. Использовать приборы и оборудование. Умение предполагает знание функций и границ возможностей различных приборов и оборудования, а также способность выбирать и правильно управлять ими при решении различных задач. Умение работать с приборами – это обеспечение в первую очередь достаточным количеством лабораторных и практических работ. Самостоятельный и правильный выбор оборудования для решения данной задачи – это уже достаточно высокий уровень проявления исследовательской деятельности учениками. Далее, сравнивать. Умение выявлять признаки сходства или различия между объектами или явлениями. В этом умении ключевым является выделение и сравнение признаков, относящихся к одному и тому же свойству. Можно сравнивать массы разных тел, но бессмысленно сравнивать массу одного запахом другого. Далее, классифицировать. Это умение группировать объекты или явления на основе общих признаков или свойств. Для этого умения нужно использовать формулу. Классифицировать – это сравнивать и обобщать. Формулировать выводы. Умение интерпретировать и объяснять сделанные наблюдения, полученные данные или информацию. Для того, чтобы сделать вывод, фактически требуется применить несколько умений. Первое – это зафиксировать наблюдение или прочесть данные или информацию, которая может быть представлена в различной форме. Например, это графики, диаграммы, рисунки, таблицы. Второе умение. Нам нужно обобщить эти данные. Например, экспериментальные точки хорошо описываются прямой линией. Третье. Построить цепочку доказательств, которые ведут к итоговому заключительному выводу. Например, температура увеличивается пропорционально давлению. Одним из последних у нас анализировать – это умение обрабатывать информацию, разбивая ее на составные части и исследуя связи между ними. При анализе фактов, требующих вот именно этого естественно-научного объяснения, необходимо выделить отдельные элементы, в том числе и скрытые, а затем установить между ними причинно-следственные связи. Например, увеличение частоты пульса при физической нагрузке. Оценивать – это умение оценивать обоснованность, точность и качество информации, рассуждения или идеи. Это умение предполагает также оценивание возможных свойств и реальности. Мы сталкиваемся с препятствием и, конечно, хотим его преодолеть, получая практичное и реализуемое при этом решение. Ну и, в принципе, это основные предметные концепции, которые у нас заложены в проекте по модернизации содержания и технологий преподавания предметной области естественно-научные предметы по учебному предмету физика. Это рассчитан проект до 2020 года на этот период, поэтому, конечно же, будут, возможно, еще вноситься некоторые изменения, дополнения, но, по крайней мере, на сегодняшний день она представлена вот в таком виде, в котором я ее вам сегодня показала, выделяя тем самым предметные компетенции. Вопросы, может быть, есть, да? Можно закрыть это. У нас с вами еще осталась одна тема по российской электронной школе.
Здесь, конечно. Чаты у нас. Так. Ну, тут еще чат есть. Открыть чат. Есть правильно. Прочитать чат. Надо тренироваться. Нет, может быть здесь. Может, в YouTube Нет. Здесь не там. Нет, да, можно его еще уточнить чат? Где? Чтобы посмотреть вопросы вот, соответственно, участников. Пусто. Здесь появится сверху сообщение. Можно здесь написать. Капчу надо вводить. Ну, соответственно, так как вопросов нет, мы с вами переходим к еще одному рассмотрению вопроса по повестке сегодняшнего заседания. Это российская электронная школа. По поручению министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми Натальи Алексеевны Михальченковой на всех заседаниях республиканских методических объединений рассматривается вопрос, связанный с использованием ресурсов российской электронной школы. С этими ресурсами можно познакомиться. Расскажу вам, как на примере предмета физика. Ну и, соответственно, вы можете ее использовать для работы вашей образовательной практики. Для того, чтобы попасть на сайт, нам нужно ввести ссылку resh.edu.ru, либо в любом поисковике набрать «Российская электронная школа». Мы с вами попадаем на главную страницу сайта «Российская электронная школа», и оно представляет нам главную страницу. Здесь у нас представлен видеосюжет о российской электронной школе. Ну и, соответственно, мы, наверное, его с вами просмотрим. Что такое РЭШ? РЭШ – это российская электронная школа, созданная по поручению президента. Это то, что сделает учебу в мире новых технологий проще, удобнее и эффективнее для учителей, для учеников и для их родителей. РЭШ позволит создать единое цифровое образовательное пространство. РЭШ – это современные технологии плюс качественное образование для каждого ребенка, вне зависимости от места проживания. Каковы задачи российской электронной школы? Повысить качество образования школьников, сделать возможным график индивидуального обучения, помочь учителям освоить новые методики, помочь родителям заниматься с детьми дома, сделать новые технологии частью образовательного процесса, использовать образовательный потенциал регионов. Российская электронная школа расширяет границы процесса обучения. С РЭШ можно выйти за пределы школьного класса, совершить виртуальное путешествие в музеи и побывать на концертах, быть на уроке вместе с родителями, выполнять интерактивные задания, заниматься по индивидуальному графику. Как и в обычной школе, в РЭШ есть контрольные и ставятся оценки. Как составляется программа российской электронной школы? Уроки проводят лучшие учителя страны. Программа проходит экспертизу Российской академии образования. Для учителей РЭШ – это способ создавать собственные уроки с помощью новейших технологий, а также использовать опыт коллег. База РЭШ – это самая крупная библиотека уроков в России. В ней есть методические материалы и видео, тексты и рисунки, тесты, контрольные, интерактивные задания, фильмы и театральные постановки. С РЭШ учитель может преподавать ученикам, которые не способны посещать занятия, обеспечить индивидуальный подход к каждому ребенку, выявить пробелы в знаниях и быстро восполнить их.
Родители школьников часто задаются вопросами, как помочь ребенку справиться с домашним заданием, как грамотно объяснить пропущенный материал. Эти проблемы поможет решить РЭШ, расширяя границы школьного пространства. В РЭШ родители могут заниматься с детьми ровно столько времени, сколько необходимо каждому ученику для усвоения курса по каждому предмету. Электронные тренажеры помогут ребенку лучше усвоить материал. А электронные контрольные покажут родителям, насколько хорошо их дети справляются с программой. Мир не стоит на месте. Новые технологии, новые знания, новые методики. РЭШ – это доступные современные технологии качественного обучения для всех школьников страны. Единые методики обеспечивают преемственность образовательных программ. Учиться в РЭШ интересно не только детям, но и родителям. Так, ну давайте мы с вами посмотрим. Для того, чтобы использовать ресурсы, которые есть на данном интернет-портале, необходимо пройти регистрацию. Но, в принципе, и без регистрации нам доступна часть информации. Здесь у нас информация делится по предметам. Давайте зайдем на наш учебный предмет физика. Астрономии здесь у них нет. И дальше мы видим содержание курса. Так как информация на сайте постоянно пополняется и обновляется, поэтому, возможно, здесь что будут выложены не все рассматриваемые темы в рамках курса физики. Итак, физика у нас начинается с вами с 7 класса, поэтому с 1 по 6 класс здесь у нас информации нельзя кликнуть для того, чтобы перейти на этот класс. Выходим на учебный предмет. Здесь представлены с 7 по 11 класс все разделы, которые рассматриваются, но также мы можем зайти, например, в конкретный раздел класса и посмотреть. Представлены уроки, описание и преподаватель, который ведет урок по данной теме. Ну, давайте возьмем наугад, например, скорость. Здесь у нас представлена информация, что узнает ученик на уроке. Дальше начинается урок. Представлена информация по данному уроку, по этой теме, либо видеоанимации, либо преподаватель самостоятельно. За одно и то же время различные тела могут проходить разные пути. За 5 минут движения поезд прошел больший путь, чем проехал велосипедист, а велосипедист – больший путь, чем пролетела муха. Значит, один и тот же путь поезд проезжает быстрее, чем велосипедист. Ну и так далее. То есть можно использовать эти видеоролики на своих занятиях. Далее, в основной части у нас представлен краткий конспект по рассматриваемой теме. Тренировочные задания нам даны, везде количество заданий у нас разное, это мы сейчас как неавторизованный пользователь. Мы можем пройти и посмотреть результаты. А вот для того, чтобы уже выполнить конкретные контрольные задания, первый и второй вариант здесь представлены, то необходимо зарегистрироваться. Дальше, что мы здесь еще можем? Лучше, конечно, пройти регистрацию, посмотреть дополнительные ресурсы, которые будут. Есть вариант. Можно войти просто в какой-то сетевой запись. Нет, тут вход. Нет, если есть социальные сети, это ВКонтакте, Facebook, можно через них, соответственно, войти в систему тоже. И что лучше, не создавать новую учетную запись, не платить, что называется. Ну да, через социальные сети. Ну и, соответственно, вам будет уже доступно. Можете зайти и посмотреть. Также представлено достаточно много учебных предметов. Но вот надеемся, что астрономия здесь тоже, наверное, у них пополнится. По некоторой части, как я говорила уже, либо сам учитель ведет урок, либо представлены такие видеоролики. Ну и к тому, что портал постоянно пополняется, можно следить за его изменениями, предлагать задания своим ученикам, предварительно их зарегистрировав в этой системе. Ну и, соответственно, я предлагаю вам попробовать посмотреть. Впереди у нас
отпуска. Есть время хотя бы уделить пару минут для того, чтобы попробовать использовать данный ресурс в вашей профессиональной деятельности. Вопросы если появятся, мы ответим на них. Презентации будут выложены на сайте, на портале, соответственно. Да, на портале открытого образования обе презентации. И концепция там уже, там уже есть, да, документ, есть, соответственно, концепция там лежит. Угу. Ну, если все, наверное, да? Да, я думаю. Спасибо за внимание, желаем вам успехов. Удачно пройти итоговую аттестацию детей и удачного отпуска.